Хайрлах Шамлар, доброго вечера. Это «Прайм» на телеканале АТР, в студии Осман Пашаев. Сегодня говорим с Эльмирой Аблелимовой, бывшим директором Бахчисарайского историко-культурного заповедника, о той катастрофе, ну, наверное, не самое громкое слово, да, которое можно применить к тому, что происходит сегодня с Ханским дворцом. Согласны с определением катастрофы? Больше согласна с определением культурного геноцида. Уничтожение материальной и духовной культуры. Чтобы телезрителям было понятно, возможно, не все, особенно на материковой части Украины, понимают, о чем идет речь. Ханский дворец, культурное наследие, ну, какого века, как назовем его, 18-го столетия, да? Начало строительства дворца, оно зафиксировано датой 1530 годом, когда Сахиб Гирай хан начал строить этот комплекс. Начинал он с Большой ханской мечети, с бани Сарагюзель. Ну, а наиболее старейший объект, там, конечно, 1503 года, это портал Аль-Виза. Но он был привезен с другого дворца и установлен в новом. И вот сегодня практически при оккупационных российских властях происходит уничтожение дворца. На самом деле это объявляют реконструкции. Происходит фактически евроремонт с потерей всех вот этих вот исторических артефактов, я правильно говорю, которые сохранялись с 15 века. Ну, понятно, что сегодняшний дворец, который мы знаем, это в основном конец 17-го, начало 18 века, да, после пожара, учиненного российскими генералами Минихом. Это уже где-то третья декада 18-го столетия. 1736 год. Да. Даже четвертая декада 18-го столетия. Скажите, вот насколько можно это вот емко, что происходит с ним сейчас? Сейчас, на мой взгляд, идет такая манипуляция понятий. Очень часто мы видим из российских СМИ слова «реставрация», «реконструкция». По документам проходят два других слова, первоочередные противоаварийные работы, а на самом деле это простой ремонт, который применяется в обычном строительстве и который недопустим на памятниках историко-культурного значения. Был ли дворец в аварийном состоянии? Мы сейчас говорим о комплексе или говорим о мечети? Вы лучше знаете дворец, и поэтому то, что можете мы сейчас разложить на составляющие. То, что мы сейчас видим, и те фотографии, которые имеют... Я надеюсь, мы увидим, и наши режиссеры будут показывать вот просто футажами и вторым планом то, что происходит с дворцом сейчас. Те фотографии, которые у нас имеются, это фотографии, да, это фотографии Большой ханской мечети. И, безусловно... Вы можете сразу комментировать, вот что на ней должен заметить такого ну вот здесь преступного... Вот вы видите, да, очень быстро проходят слайды, здесь можно останавливаться. Давайте я просто прокомментирую. Да, вот первоначальный вид Большой ханской мечети, как вы видите, название Бахчисарайского историко-культурного заповедника на украинском языке. Сам заповедник – это комплекс, состоящий из нескольких объектов, главный корпус. Вот опять это уже реставрация Большой ханской мечети. Значит, что по факту произошло? Действительно, Большая ханская мечеть нуждалась в реставрации. Крыша кровли протекала, и был проект, еще подготовленный до 2014 года, реставрационной организации «Укрпроект НИИ реставрация». Согласно это киевская организация? Это киевская организация, которая специализированная и которая предусматривала реставрацию не всей кровли, а части балок. Как она должна была происходить? Ну, для начала должны были быть проведены соответствующие экспертные заключения. Экспертные заключения основы здания, фундамента, экспертные заключения конструктивной части здания, стен, кровли. Происходят еще научные срезы, какие применялись технологии, что входило в состав тех или иных строительных смесей, назовем их так, да. И только после этого все это вместе ложилось в основу проекта, и после этого проектировщики разрабатывали проект. Какие методы должны быть приняты, какие балки, какими способами необходимо заменять, либо реконструировать. Замена только происходила в исключительных случаях, то есть памятник не менял своего внешнего вида. Это очень важно. Есть правила реставрации. То есть не навредить объекту, памятник не должен быть обновлен. Он должен максимально сохранить свой вид, историческую значимость и... Давайте вот я буду играть ситуацию русского оккупационного спойлера. Я буду вам говорить, ну вот прогнили балки, да, вот
Вы согласны с тем, что они прогнили за 300 Не лет? все, но, безусловно, Как безусловно не обновлять? объект требовал И лучше, реставрации. рухнула бы крыша целой ханской мечети. А вот тут вам привезли свежие, хорошие, красивые балки и засунули их вместо старых. Так же произошло? Понимаете, я вас немножко сейчас тогда, для того, чтобы объяснить эту ситуацию, расскажу несколько в ином ракурсе. Смотрите, мечеть была построена в 1532 году. Ее начал строить Сахиб Герай-хан. И 500 лет Минуточку. скоро. Да, абсолютно правильно. 515 лет скоро будет. И построил здание. Оно использовалось по своему назначению. Там была ханская ложа, приходили люди. Она не была закрыта, это была открытая мечеть. В 1736 году, когда войска Миниха вошли в Бахчисарай, они разрушили ханский дворец, и мечеть была, безусловно, тоже разрушена. Часть дворца с легкими постройками деревянными была сожжена. А дворец что, до всего время были деревянные все время? Нет, были каменные и деревянные постройки. Каждый хан вносил что-то свое, поэтому нельзя сказать, какой-то один стиль присутствовал в ханском дворце. Там было смешение таких стилей, потому что каждый хан хотел оставить какую-то память о себе. Кто-то построил дюрбе, например, Крым Герай-хан построил дюрбе Диляр-Бикеч вместе с фонтаном Сельсибиль, который потом перенесли уже во внутренний дворик. Какой-то из ханов построил дюрбе на кладбище. Кто-то, например, Каплан Герай, построил великолепный золотой фонтан, который на сегодняшний день находится в фонтанном дворике, и так далее, и так далее. Значит, в 1736 году, когда ханский был разрушен, ремонтными работами занимался Силямет Герай-хан. И затем, после него, уже Крым Герай-хан тоже проводил определенные работы в Большой ханской мечети. Например, росписи, которые мы могли видеть вот на изображении, они датируются 18 веком, то есть это период Крым Герай-хана. Значит, что происходит по документации? По данному памятнику. Можно еще одно уточнение? Ага. Силямет Герай, он полностью отстроил мечеть с нуля или что-то осталось от... Изначально мечеть Большая Ханская была купольная. И это изображение, оно имеется изображение купольной Большой Ханской мечети. Но после вот этого пожара, после разрушения, безусловно, строители, видимо, приняли решение и построили четырехскатную кровлю. Вот. И это уже было после пожара 1736 года. И что происходит с документами? Если мы изначально понимаем и знаем, ну, стены, сами конструктивные стены здания, они 1532-33 года. То есть стены уцелели? Уцелели. Значит, что происходит дальше с документацией? Этот памятник, он уже становится не памятником не 16 века, а 16-17 века. 18 века, 16-18 века. Да. Значит, сейчас, 21 век, проводятся определенные, это не реставрация, это ремонтные работы. Что произойдет дальше? Памятник какого века? 16-21. 21 века. Естественно... Подождите, я собью немножко нашу шутливую манеру. Ремонтные работы вообще возможно проводить с объектом, которому там 500 Только реставрационные работы. Только реставрационные работы. Чем это определяется? Вот мы включим сегодня еще Эдема Дудакова, который это бывший глава Рескомнадзора. Благодаря ему он живет в Крыму, благодаря ему мы знаем, он ведет фактически хроники разрушения дворца сегодня, или хроники варварства, или, говоря вашим терминологией, хроника культурного геноцида от Эдема Дудакова. Мы, надеюсь, его нам включат по скайпу. Мы с ним более подробно будем говорить. Он ссылается на Венецианскую хартию по реконструкции и реставрации. Да? Вот, там четко определено, что вот никак иначе. Вот так нужно поступать и по-другому нельзя. Ну, Венецианская хартия реставраторов, она достаточно общего характера, которая определяет основной принцип не навредить объекту, не видоизменять его. Это общие правила и поведение реставраторов на объектах культурного наследия. Но есть определенные нормы в каждом государстве, принятые нормы реставрационных работ. И они, по большому счету, не видоизменялись еще с периода, если мы говорим о государствах постсоветского пространства, они не видоизменялись, еще с Советского Союза находились. Кстати, украинские реставраторы, это были одни из самых сильных реставраторов вообще на территории мы к этому с вами вернемся. Вы до эфира мне сказали, что первый план реставрации был еще в 1963 году. Да, уже это после депортации крымских татар. Но в то время, когда уже Крым был в составе Украинской ССР, да, в это время было определено. Сейчас с нами на связи Эдем Дудаков, которого я анонсировал, бывший глава Рескомнадзора Крыма в украинское время. Человек, автор
хроник культурного геноцида Харлах Шамлар Эдембей. Селям алейкум. Давайте все-таки сделаем, алейкум салям, ретроспективу того, как происходило. Вы первые ваши подозрения были, по-моему, еще в прошлом году, да, задолго до того, как эта тема стала мейнстримом, вот, во всяком случае, в социальных сетях. С чего все начиналось? Вот это вот то, что мы сегодня называем культурным геноцидом и разрушением дворца. Ну, во-первых, Венецианская конвенция, она регламентирует памятники национального назначения во всех странах. Немножко я неправильно сказала. Потому что люди, которые приняли Венецианскую конвенцию, это в данном случае Россия, они должны следовать точно этих правил. Но вот тут-то и как раз-таки происходит очень удивительная вещь. Если где-то в 2012 году, по-моему, Ханский дворец презентовали как презентационный проект ЮНЕСКО, Россия в 2014 году заявила, что она будет переводить Ханский дворец в памятник национального значения. Но перед самым началом работ она снова спустила его на памятники местного значения. Для чего это было сделано? Эдембей, для того, чтобы было понятно и зрителям, о чем идет речь, есть объекты местного значения, есть объекты национального значения и есть объекты всемирного культурного наследия. Я правильно разделил на три группы все исторические? В принципе... В целом, да. Да, в принципе, да. Но Ханский дворец по украинскому законодательству, он каким объектом является? Его не успели перевести в памятник национального значения. То есть в украинское время он оставался памятником республиканского значения. Да, республиканского значения. Но на памятнике местного значения венецианской никакие конвенции ЮНЕСКО не распространяются. Если бы они успели перевести его в памятником национального значения, они обязаны были выполнять все конвенции ЮНЕСКо. Это правило для всех общее. Страна, подписавшая конвенцию, берет на себя соответствующие обязательства. В данном случае ведется, но это я не назову реставрацией, это скорее всего реконструкция. А реконструкция вот в том виде, в котором она ведется. Конечно, любое ветхое в реставрации меняется. И если пройдет лет 500, ни на одном из памятников, существующих сейчас, не останется ни одного аутентичного материала. Но важна преемственность поколений. То есть, если эту мечеть в 1740 году сделали, она прожила еще 50 лет в независимой стране, ее ремонтировали. Ее ремонтировали в 19 веке, в 1836 году каким-то образом внедрялись. Возможно, ее ремонтировали в период Ботанинского. Вот эти все мастера, вот и есть эта цепочка преемственности, которая отражает главную философию реставрации. Все передается от мастеров, которые создали это, по вот этой цепочке будущим поколениям. И никогда не меняется все 100%. Все, что можно сохранить на памятнике, должно быть сохранено. Ну и, конечно, варварство это полное. Это вот эта вот черепица, которую они хотят привезти с Испании. Та черепица, которая сейчас здесь есть, это и есть наше культурное наследие. Несмотря на то, когда она установлена. Мы просто разговариваем как люди, вот втроем, которые думают, что все уже в курсе дела. Есть люди, для которых это новость. Объясним. Весь дворец был покрыт вот этой черепицей, которую называют в Крыму татаркой, да, вот такой красной, такой обтекаемой кустарного производства. Ее всю сняли, правильно я понимаю? Всю ее сняли с дворца? Ее всю сняли. Как вы писали в одном из последних постов, якобы потому что уложили ее в 18 веке очень круто под углом 38 градусов, и она сползает. Вот, и решили заменить ее на черепицей промышленного производства из Испании. Правильно я говорю? Вот, правильно. Она даже цвета будет другого, да? Или... Ну, цвет-то подогнать можно любой. Искусственно. Но самое главное... Что такое ручная работа, наверное, каждому можно объяснить. И оно никогда не свяжется с работой нынешней, современной, заводской. Возьмем Топкапу.
Топкапы – это дворец султанов в Стамбуле. Это старый дворец, был основан сразу после завоевания Мехметом Султаном, завоевателем Константинополя. Есть новый, так называемый дом Абахче, это уже 19 века постройка. Мы говорим, Топкапы – это старый султанский дворец, на территории которого вы можете дальше продолжать уже. И там применяют черепицу. Ну, естественно, черепица со временем, она выходит из строя. Для того, чтобы восполнять такую черепицу по канонам вот этих ЮНЕСКО, нужно создать такие же кустарные производства и воспроизводить. Понимаете, это 5-10%. Но я в то же время хочу сказать, что сегодня на Топкапу, на том же Топкапу, черепица не 1467 года, когда этот дворец был основан. За это время она менялась много раз, и в 19 веке в том числе. Важно, что применяется именно такая же аудентичная черепица по той технологии. Или, например, если мы возьмем проблему бетона, ведь применяли раствор Хорасан. Вот рядом есть Зунчурлы медресе, где работает. Хорасан – это известь 20-летней выдержки. Это размолотая керамика, это специальный песок, это и биологические добавки. И вот на этой технологии делали реставрацию Зунчурлы медресе. Эдембей, я вас все-таки верну к той части разговора, которую мы утратили даже с Эльмирой. Прежде чем говорить о том, что тот или иной объект должен реставрироваться по правилам ЮНЕСКО, он должен попадать под защиту этих правил ЮНЕСКО. Для того, чтобы попадать под защиту правил ЮНЕСКО, надо быть как минимум, если даже не объектом мирового значения, да, культурного наследия мирового значения, то хотя бы объектом национального значения, правильно? Да, вот если сейчас вопрос к вам. Он был объектом республиканского, он был объектом республиканского значения. Фактически местного значения. Он был объектом республиканского значения, но был внесен в попередний список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Почему в украинское время он не успел стать объектом национального значения, всеукраинского? Ну, вы понимаете, это вопрос достаточно риторический. Очень много что в тот период мы не могли делать, потому что делали не благодаря, а вопреки. Очень много было во власти шовинистов, которые не могли принимать это решение. В данной ситуации решение принималось Верховным Советом Автономной Республики Крым, которое должно было инициировать вопрос передачи этого объекта и принять признание статуса заповедника национального. Но на тот период мы помним с вами состав Верховного Совета Автономной Республики Крым. Решение не поддерживалось, да, не проходило? Безусловно, решение не проходило. А в 2012 году, когда он был включен в предварительный список объектов всемирного наследия, это с чьей подачи было сделано? Первая номинация была осуществлена еще в 2006 году. Безусловно, эта инициация была со стороны Меджлиса крымско-татарского народа. В 2006 году была первая номинация, и был номинирован сам дворец непосредственно, комплекс Ханский дворец. И в 2012 году Меджлис пригласил эксперта, одного из ведущих экспертов, которые работали в ЮНЕСКО, это профессор фон Дросте, который приехал вместе со своей командой, и было подготовлено номинационное досье, которое назвала, ну, я, может быть, дословно не назову его название, но это историчное средовище столицы крымских ханов, города Бахчисарая, который включал ряд объектов, начиная от Чуфут-Кале и заканчивая Ханским дворцом, ряд исторических объектов, и это все объединенное. И вот великий эксперт фон Дросте, он приехал, посмотрел, и каким выводом он пришел? И было подготовлено номинационное досье в 2012 году для включения в список всемирного наследия ЮНЕСКО. И ЮНЕСКО не успела включить или не успела, потому что отказала, потому что с 2012 до 2014 года, до 2014 было почти 2 года, да? Вот, может быть, мы не знаем процедуры, и телезрители тоже не знают. Дело в том, что включение в список всемирного наследия достаточно длительная бюрократическая процедура, которая должна пройти определенные этапы. Поэтому, безусловно, было подготовлено номинационное досье, которое должно было утвердиться в Киеве. После этого оно должно было перейти. В Киеве его бы утверждал кто? Министерство культуры или кто? Ну, у нас есть представительство ЮНЕСКО в Украине. То есть они должны были просмотреть это номинационное досье, его должны были утвердить соответствующие там организации. После этого оно проходит соответствующую проверку в комитетах ЮНЕСКО. И только после проверки и соответствия всем требованиям объект
выносится на голосование и включается в перечень ЮНЕСКО. Поэтому вот этот весь этап, это достаточно длительный. Его невозможно провести за 1 месяц, за 2 месяца, 3 месяца. Это длительный провести процесс. Сейчас в условиях оккупации? Что мешает? То есть объект все равно есть. Де юре это украинская территория. Де юре здешнее представительство ЮНЕСКО должно это подавать. В предварительный список включен. Что мешает сейчас мировому сообществу вот сделать такие маленькие шаги, в том числе по защите вот крымских татар, это в том числе сохранение его объектов его исторического наследия, да? Сейчас эти шаги предпринимаются. На самом деле у нас было проведено заседание Национальной комиссии ЮНЕСКО, и на котором были рассмотрены ряд вариантов, в том числе придание статусу Бахчисарайского заповедника, статуса национального. Над этим сейчас работает и Министерство культуры, и Национальная комиссия при Министерстве иностранных дел. Мы подготовили ряд предложений, которые помогут нам выйти из этой ситуации и сохранить этот объект. А эксперты ЮНЕСКО смогут ли оценить состояние дворца сейчас, или для этого нужно разрешение Российской Федерации? Безусловно, необходимо. Безусловно, необходимо. Или они в любом случае не поедут? Понимаете, дело в том, что здесь надо всегда изучать опыт того, уже изобретен, видимо, велосипед. Да? Вот есть, я очень, может быть, точно не назову название этого памятника, есть такой город в Палестине, он на границе между Израилем и Палестиной. И вот совершенно недавно Палестина все-таки добилась того, что политического решения от ЮНЕСКО признали этот город. Хорев, по-моему, если я не ошибаюсь, названий памятника всемирного наследия ЮНЕСКО. Но это был политический скандал, потому что Израиль, если вы помните, покинул ЮНЕСКО. Покинул ЮНЕСКО в данной ситуации, да. То есть здесь у нас мы должны рассчитывать, ведь мы должны очень четко просчитывать все варианты. И за каждым своим шагом стратегически просматривать за каждым нашим шагом видеть тактику нашего движения. То есть для нас выход России из ЮНЕСКО это не выход на самом деле. Мы что хотим? Мы хотим сохранить объект для наших будущих поколений. Поэтому каждый свой шаг мы должны очень тщательно взвешивать и двигаться только тогда, когда мы четко будем видеть, какую реакцию дальше мы будем предпринимать. Хорошо, если ДМБ есть на связи с нами, да? Вот и это вопросы к нему и к вам. В Крыму вообще другие объекты исторические являются ли объектом культурного наследия ЮНЕСКО, вот мирового значения? Херсонес? Херсонес включили? Да. Потому что я читал до этого, что по Херсонесу были дискуссии, в том числе в том, что он не совсем в аутентичном виде. Его успели включить в этот список. Успели. Мы, к сожалению, нам не хватило буквально там, ну, может быть, еще полгода для того, чтобы мы были включены тоже в список всемирного наследия ЮНЕСКО. Кроме нас, в этом списке еще находится ряд объектов, которые находятся в Крыму. Кроме нас, вы говорите, кроме Бахчисарайского ханского дворца, да. Что еще предлагалось включить объекты всемирного наследия ЮНЕСКо? Комплекс пещерных городов, Крымская Готия, так называемая. И так что там порядка 6 объектов. Я хочу вернуться к Адамбею. Последнее, что вы видите во дворце, что сейчас происходит, какие работы сейчас ведутся там, что уничтожается еще? Ну, пока только в мечети. Я хочу отметить несколько вопросов. Вот тут было сказано о том, что мечеть имеет не тот уклон. Но я хочу сказать, Икия Дервиши в Кизлеве тоже имеет уклон даже более чем 38 градусов. То есть это все отговорки. Просто понимаете, в Бахчисарае не работает ни один фонтан, который был с ханских времен. Почему не работает? Потому что вот этих держателей фонтана после депортации, они не успели передать технологию своим детям. Точно так же получается и по крыше. Но если у вас не хватает специалистов, чтобы сделать эту крышу, то можно пригласить специалистов с Турции. Там все-таки эта преемственность сохранилась. Это первое. Во-вторых, дворец уже был включен в презентационный проект, и к нему должно было быть соответствующее отношение. Но Россия это проигнорировала окончательно. Поэтому вот мы видим, что черепицу вывели, вот как могильник там устроили. И это говорит о том, что они не собираются останавливать. Я, честно сказать, надеялся, что нам удастся спасти хотя бы черепицу. Но это уже говорит точно о том, сейчас, что не будет... С той черепицей, которую сняли, что с ней сейчас происходит? Где она сейчас? Физически вот эта вот старая черепица.
Ее вывезли в район Занджерлы Медресе, и там сложили в шпалеты, и вот она там хранится. Она разрушается, она разбита. Почему ее сняли? Вы задавали ли вы вопросы, почему эту же черепицу нельзя использовать? Если там уклон был 38 градусов, о чем я из ваших постов знаю, то он же там и останется 38 градусов. Если даже испанскую заводскую черепицу будут класть, ее будут класть под тем же углом. Если они собираются под другим углом ее класть, то можно было бы и ту же черепицу старую класть под другим углом. Объясните мне, почему ее сняли? Она все уже вот. не подходит? Смотрите, испанская черепица крепится на шурупах. Это современная технология. Черепица татарка, или османлы, как ее называют, или ее в Греции еще как-то называют, она крепится, на глине укладывается. Это специальная технология. И эта технология очень сложная, ее укладки. Но эта технология и является культурным наследием. Вот это и интересно для ЮНЕСКО, а не черепицу, которую привезли с Испании и завинтили на шуруп. Вот в чем дело. Мой вопрос по той черепице, которую сняли. Я правильно говорю, это черепице 300 лет, вот, которая снята, можем утверждать, что и на самом деле 300 лет, потому что еще вот когда Усейн Баданинский возглавил музей тюркско-татарской культуры, тогда он назывался так, у него были ряд этнографических экспедиций, где он собирал в том числе эту черепицу. И возможно, что, конечно, ей не всей черепице 300 лет, и я думаю, что может быть даже большинство. Даже если мы говорим о периоде Баданинского, это черепица, которая не менее 100 лет, да? Да. От 100 и более. То есть там еще были ремонты, в 1963 году был тоже ремонт. Сейчас мы к этому вернемся. Вот эта черепица, которую вы только что от вас услышал, что ее свезли за Занджерлы Медресе, это учебное заведение тоже ханского периода Менгли-Гирая, правильно я говорю, созданное. Вот она там где-то на складе лежит или где она находится, Эдембей? Она лежит на открытом воздухе, там площадка, ее там уложили. Но я хочу сказать по черепицу. Последние кустарные производства черепицы в Крыму были завершены еще в первой половине 19 века. Поэтому этой черепицы не менее 200. Вот этой черепицы. Это самый молодой. Но это не значит, что нет черепицы, которой 300 лет и более лет. То же самое во всех дворцах, которые вот была покрыта такая черепица. Это мы не можем на самом деле на сегодняшний день, потому что не были проведены вот соответствующие изыскания. То есть прежде чем приступать к реставрации, опять-таки вопрос, должны были пройти исторические изыскания, которые бы определили черепицу, раствор, на который наложилась, соответствующие следующие наслоения и так далее. Каждый слой должен был аккуратно сняться, и эксперты должны были оценить каждый из исторических слоев. Поэтому сейчас мы можем только предполагать, сколько лет той была черепица. И, естественно, Россия создала такие определенные манипуляции. Давайте вот, чтобы есть росписи, есть стены. Мы сейчас поговорим о газобетоне и бетоне, которые используются. И очень важный момент – это кровля и черепица. Это то, что делает дворец дворцом, мечеть мечетью и придает тот вид, который мы видим в некоторых средиземноморских странах. Да? Вот когда используется вот именно этот вид черепицы. Мы можем сказать, что сейчас, даже если она снята с дворца, с мечети, что она сохранена, что можно ее еще вернуть, или можно вернуть, или надо будет обращаться все равно к тем мастерам, которые производят ее в Турции, в Стамбуле, в Топкапы, что надо будет искать идентичную, или эта черепица, которая снята, которая не менее, как вы говорите, 200 лет, она уже утрачена, и она на открытой площадке, она будет разрушаться, или ее могут там разобрать те, кто считают нужным на какие-то стройматериалы. Она утрачена или нет? На сегодняшний момент она не утрачена. Но когда что-то хранится на складах очень долгое время, обычно она пропадает. Понимаете, сегодня эта черепица стоит в 2-3 раза дороже, чем испанская черепица. А возьмите виллы, которые сейчас строят, ведь везде висят объявления, что они ищут татар, понимаете? Вот люди богатые, которые могут себе позволить, они не позарятся на испанку. Вот на эту современную. Здесь еще один очень важный момент. У нас на руках имеется первоначальный документ, который называется «Акт демонтажных работ».
И, это который вот при оккупационной власти уже был, да, вот сейчас? Да, то есть после этого я так предполагаю, что этот акт был подготовлен задним числом для того, чтобы каким-то образом прикрыть вот это безобразие, которое они там проводили. И из всего количества перечня всех строительных материалов, которые были демонтированы, в том числе балки, черепица, о которой говорит Эдембей, там обшивка потолка, там декоративная люстра, алем и так далее, значит, признали как историческую ценность имеющие предметы только два. Это вот алем, который будет... Алем это что? Ну, алем это такой объект в ханском дворце, в ханской мечети. И люстра, которые признаны имеющие историческую ценность, которые будут демонтированы на место. То есть все остальное, что было демонтировано, в том числе и балки, которые мы видели, распиленные, и черепица, они признаны не признающими историческую, не имеющими историческую ценность и переданы не в фонды заповедника, а на баланс хозяйственному отделу. То есть вот есть музей, в музее есть музейные предметы, из которых готовится экспозиция. И эти музейные предметы имеют историческую ценность. Они должны учитываться определенным образом, они должны храниться в определенном образом и выдаваться. В акте демонтажа ни черепица, ни балки, ни росписи, ни обшивка потолка не признаны исторической ценностью. Не признаны На основании чего? На основании этого акта. И этот акт подписывают. В подписантах этого акта нет ни одного научного работника. Там представители подрядчика, представители субподрядчика, представители строительной организации, минуточку, которая ведет надзор за строительными работами, представители, главный архитектор заповедника, который не является научным сотрудником, и, насколько я помню, насколько мне не изменяет память, представитель хозяйственного отдела. Хорошо. Исходим из того, что все-таки в Крыму де-факто действует российское законодательство. По российскому законодательству сами прорабы, строители, они могут сделать такое заключение и что-то признавать или не признавать исторической ценностью? А вопрос к обоим. Вот в этом весь подвох. То есть, поэтому я с самого начала сказала, этот акт подготовлен задним числом, наверняка, после того, как общественность подняла шум по этому вопросу. И этот акт, он не может, эти люди не могут признавать историческую ценность тех или других предметов. Эдембей, может нам больше проконсультировать нас по вопросу того, насколько это нарушает само же российское законодательство в Крыму сейчас? Ну, российское законодательство, оно очень интересное. В данном случае подрядчик является автором проекта в одном лице, входит без тендера на объект и ведет там так, как нужно. Я думаю, что тут вопрос вот этот банальный советский в сроках. Нужно куда-то в какому-то сроку это все быстро сделать. Может быть, под выборы показать. Может быть, там день рождения у Путина. Я не знаю. Но под что-то это делается. Понимаете? Буквально одну секунду. Я забыл совершенно о том, что у нас есть телефон наш студийный 073 419 41 58 и 067 963 81 32. Это телефоны студии АТР. Вы можете звонить в прямой эфир, задавать вопросы Эльмире Авлелимовой. Это бывший директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника, и Эдем Дудаков, бывший глава Рейскомнадзора, который ведет фактически хроники разрушения дворца. Сегодня мы говорим о той катастрофе, которая происходит с жемчужиной крымско-татарской истории, с главным артефактом крымско-татарского государства, Крымского ханства, его дворцом, который начал строиться еще в XVI веке и был в том виде, который мы его знаем, это после пожара Миниха, это начало XVIII века, фактически русское попустительстве или, возможно, при осознанном действии оккупационных властей, он практически сегодня уничтожается. Эдембей, я вас прервал. Да, поэтому, если исходить из их законодательства, то она очень такое гибкое, когда касается таких вот моментов. Но в данном случае люди, которые там работают, они абсолютно не подготовлены. Нельзя быть реставратором в Москве и приехать реставрировать Крым или, например, в Стамбул. Для того, чтобы стать реставратором на данный месяц,
Нужно изучить всю технологию, древнюю технологию мастеров, и тогда ты только можешь там приступать. Вот ведь в чем дело. Вот почему, например, в данном случае объектом ЮНЕСКО, хотя пихали, не стал Успенский монастырь? Да потому что Силуан, наставник этого монастыря, так его перестроил, что он стал никому не интересен. Это не есть культурное наследие. Вот я боюсь, что с Ханским дворцом хотят сделать то же самое. Я далек от мысли, что это делается, ну, абсолютно специально, но мне кажется, что Ханский дворец не совсем подходит под скрепы. Понимаете? И вот это главное подряд. Если его признают память культурного наследия, то вопрос о том, что мы на этой земле, будет окончательно определен. Подождите, я сейчас позволю себе оппонировать. Дело в том, что благодаря каким-то записям там, и благодаря некоторым художникам и европейским и записям там, Эвели Челебим, хотя там, конечно, с фактажом нужно работать, но, во всяком случае мы знаем о 7 дворцах в Бахчисарае, мы знаем о существовании 5, да, о существовании дворца Калга-Султана в нынешнем Симферополе Ахмечите, даже район улицы Воровского, да, тут пустырь, который там находится. То есть ничего из этого не сохранилось. Единственный объект, да, единственный дворец гиреевского периода, периода государства Крымского ханства, один только это Ханский дворец в Бахчисарае. И то мы можем говорить о том, что он сохранен, потому что воспет еще и русским поэтом Александром Сергеевичем Пушкиным. Да? И к нашему счастью, поэтому он сохранился в царское время, и сохранился в советское время, и сохранился в последепортационное даже время. Да? Поэтому, и сохранил название города Бахчисарай. Да, Бахчисарай. Почему вы считаете, что это неумышленно? Для мифа о татарах-пришельцах, пришедших откуда-то из степи монголах, которые были варварами, только торговали рабами и больше ничего не умели, ничего не строили, не было ни технологий, ни архитектуры, ни понятия эстетики. Это фактически разрушение. Благодаря эстетике это прививание того мифа, который развивается особенно ярко в последепортационное время. Даже в российское царское время этот миф о пришельцах, он не развивался. Не было. Все понимали, что такое крымцы даже по русским документам. Это было завоевание другого государства. Да? Вот этот миф о связи монголы, татары, пришельцы, варвары и больше ничего, это после 1944 года. Почему вы считаете, что сейчас это неумышленное? После уничтожения дворца фактически не остается больше ничего. Я в этом плане, Осман, хочу сказать, что я абсолютно уверена, что это не ради того, чтобы кто-то вдруг решил заработать на Ханском дворце. Это такая достаточно осмысленная политика Российской Федерации в отношении коренного народа Крыма, крымских татар, которые на сегодняшний день проявляют свою позицию по отношению к оккупации Крыма, которые имеют свою генетическую память, историческое прошлое и не воспринимают сегодняшнее настоящее. Поэтому я считаю, что это осмысленная политика по культурному геноциду, поэтому я ее говорю. Эдембей считает, что все-таки это не специальное и не предумышленное действие. Нет, я не считаю. Я говорю, я далек от мысли все-таки так делать. Но я приведу одну цитату, которая есть в этом проекте, который они делают, по которому они делают эти работы. Эльмир Ханум о нем знает хорошо. Там четко указано о том, что этот дворец, в нем много стилей. Арабская, персидская, византийская, венецианская. И это говорит о том, что в строительстве дворца участвовало огромное количество рабов из этих стран, и которые вот в принципе и возвели этот дворец. Я не говорю дословно, но в принципе мысль вот такая. Так что в данном случае я вам скажу, что ну, какая историческая справка, так и ведут. Подожди, эта историческая справка, она откуда? Вот она к этим... в проекте. Угу. В проекте вот этих вот реконструкцион... как они, эти работы вообще называются? Реконструкции или реставрации? Вообще проект чего? Это первоочередные противоаварийные работы. Если мы говорим о Большой Ханской мечети. Хорошо, к противоаварийным работам какое имеет отношение историческая справка? Для чего? Он строился... Идут к тому, что смешение стилей подтверждает участие рабов и чтобы что?
Чтобы Понимаете, как? здесь вот как раз-таки этот документ, он очень четко показывает отношение к... Нет, он показывает какую-то шизофрению вообще. Отношение, нет, это мы можем ее так назвать, но фактически это отношение к коренному народу и к государственности, которой мы обладали. То есть вот этот весь багаж, который раньше был, как вы говорите, еще после депортационный период 1944 года, я, наверное, чуть раньше бы назвала этот период, когда произошло такое видоизменение истории, да, когда это, наверное, 30-е, 37-е годы, вот начало вот этой вот политики, а 44-е это уже как финал, финализация всего, что до этого происходило. Абсолютно правильно. Потом же была топонимическая чистка, библиографическая. Мы же практически не имеем никаких источников книжных, архивных. Они все находятся в Москве, по большому счету. И вот эта справка, она четко подчеркивает вот тот стереотип, сложившийся в отношении этого государства, Крымское ханство, которое миф о том, что это было не государство, а недогосударство, которое жило набегами. То есть была какая-то орда монголо-татарская, которая набегами на Русь, добежала до Крыма, потом прибежала туда с рабами, потом построила... Нет, она сначала где-то там ходила, непонятно где, в монгольских степях, потом вдруг появилась в Крыму, сказала: боже мой, как здесь красиво и хорошо, мы теперь из кочевого племени в оседлые превращаемся и начинаем здесь проживать. Государство было не до государства, жило, у нас не было институтов государственности, были набеги, за счет которых мы жили, и, естественно, самый большой доходообразующий момент – это работорговля, рабов, которых мы брали там где-то и продавали в Турцию. То есть вот этот стереотип, сложившийся еще с советского периода, вы хотите сказать, что историческая справка, в которой предполагается, утверждается, что дворец строился рабами. Это индульгенция за то, что происходит разрушение. Я правильно понимаю, если Петербург, город, построен на костях русских фактически рабов крепостных, и там, я думаю, их не меньше, чем за всю историю Крымского ханства прошло через работорговлю, погибло в самой России, то, в принципе, с Петербургом можно делать то же самое, что сегодня происходит с Ханским дворцом. Это тождественные вещи? Это для чего? Я не знаю такого, что раз это построено рабами, мало ли что в Венеции можно попробовать исследовать, что построено рабами или в самом... Я думаю, что мы сейчас немножечко должны рассмотреть несколько иную сферу. На сегодняшний день, что у нас происходит на сегодняшний день? На сегодняшний день историческая ценность объекта, она сводится к нулю, фактически сводится к нулю. Мы уже никоим образом не изымем этот бетон, это армирование, которое уже принято. Все уже сделано оно? Ну, бетон залит, армирование внутри, кровля открытая, насколько я понимаю, правильно, скажем, бетон залили и армирование сделали куда? Тоже в мечеть? Сейсмопояс, да. Сейсмический пояс сделали. Да? Не дворца или всего дворца? Пока только здесь. Ведь знаете, мечеть это есть анонс, который нас ждет со всем дворцом. Во всей Ханским дворцом. Вот так же будет. Да. Следующий этап. То есть на сегодняшний день у нас есть большая ханская мечеть, которую залили бетоном с армированием. И теперь нас ожидает новая испанская кровля, стилизованная под старину. Это то, что у нас будет с мечетью. Следующий этап, специалисты просматривали проект, есть вероятность того, что будет разобран минарет. Там два минарета у Большой ханской мечети, один из них имеет небольшой наклон. Так вот, вроде бы по проекту следующим этапом... будет выравнивать минарет. Да, будет разборка минарета и укладка новой. То есть вы понимаете, да, о чем идет речь? Я полюбил шутку эту от ЭТМБ. Он говорил о визите австрийских журналистов, которые освещали эту тему. И диалог Эдема Дудакова, который с нами сейчас в эфире, о том, что когда ему говорили об этих выравниваниях, он послал всех в Пизу выравнивать Пизанскую башню. Мы понимаем здесь игру звуков и букв, и слов. Эдембей вот этим украинскую кажучи розголосом, да, или тем, что поднялась все-таки волна, активно в нее включились очень крымско-татарские диаспоры, есть сбор подписей и обращения
ученых турецких, разных турецких университетов. И я для себя открыл, что есть в том числе одного из крутейших, это Стамбульского университета, историков, обращений к президенту Эрдогану. На каком этапе сейчас? Удалось ли остановить это? Удалось ли, скажем, напугать возмущением той же турецкой стороны, с которой Россия в силу сейчас политических обстоятельств в Сирии все-таки ведет диалог? Удалось ли хотя бы отложить вот это разрушение или все продолжается? Все продолжается, Османбек. Самое главное, что для этого применяют наших соотечественников. Они теперь являются некоторой прокладкой между вот этими журналистами, которые хотят понять, что там происходит, и, так сказать, строителями. Тут в защиту вступают сам крымско-татарский народ по их, так сказать, сценарию. Вот в данном защиту случае этой так называемой реконструкции с заливанием бетона. Вот так называемая реконструкция. Угу. И главный архитектор Умеров, он является одним из тех, который в данном случае рассказывал, как все делается правильно. Господин Умеров – это главный архитектор музея, да, Бахчисарайского дворца? Или? Он до 2014 того, как я была уже уволена. Он до 2014 года был заурядным проектировщиком заурядной проектной группы из 3 человек. Понимаете, вот этот вот архитектор, он мне еще по 2015 году говорил о том, что неплохо было бы заменить вот эту всю черепицу. Я тогда, честно сказать, посмеялся, думал, что это неопытность его. А мне вот теперь кажется, что это его, ну, так сказать, идеи совпадают. И вот это вот ООО «Керамет», который делал проект, и где нет ни одного научного сотрудника, и Ханский дворец, где начиная от генерального директора, кончая чуть ли не главным архитектором и всеми остальными, никогда в жизни в музейной сфере, в сфере реставрации не работали. Это просто, вот с точки зрения, если бы взять период до 2013 года, то их место в лучшем случае быть помощниками. Это на каком-то низшем уровне. Эдемир, у нас очень мало времени, до конца эфира меньше 10 минут. У меня еще есть вопросы. Какова позиция, публичная позиция по тому, что происходит с этой катастрофой, катастрофой дворца у муфтията, который в Крыму, у господина Эмирали Эфенди, и у тех представителей крымских татар, которые сотрудничают с оккупационными войсками и интегрированы в него у господина Бальбека, у господина Заура Смирнова, у господина Ремзи Ильясова. Есть ли публичная позиция этих людей? Я обращался и к Ремзи Ильясову, и Заатову, заместителю министра культуры Крыма. Оба сослались на то, что они не специалисты. Но, честно сказать, если Ремзи Ильясов действительно, может, не специалист, то Заатов, столько лет работая заместителем министра культуры, думаю, должен уже стать специалистом и понимать, что такое черепица ручной работы и что такое черепица, которую привозят с Испании. То есть поэтому все самоустранились, да? Или вы в личных разговорах понимаете, что они обеспокоены, но ничего не могут делать? Вы знаете, только вот начнешь об этом писать, так тут же слетается вот эта вот какая-то группа людей, проводит встречи с общественностью, где дилетанты-чиновники объясняют дилетантам, представляющих якобы народ, что все делается правильно. У нас есть звонок, у нас сегодня еще не было звонков, первый звонок, поэтому давайте дадим возможность задать вопрос. Добрый вечер. Добрый вечер. Алейкум салям. Bu Kırım'dan size Sovyetinize kalsa ama Kazakça söyleyeceğim galiba herkes anlasın diye. Biz yapmasanlar isteseniz Kırım'da da söyle, sorarsınız. Может быть, мой вопрос, мой звонок связан не конкретно с Ханским дворцом нашим, да, но в тему. К примеру, сегодня ко мне приехал представитель власти, я сюда, Серес, мы уже на протяжении нескольких лет восстанавливаем нашу древнюю мечеть, джами. И вот сегодня так называемый представитель власти пришел и представление мне вручил, что
что я должен свернуть все работы. И сейчас занимаемся Аптесхане, все это закрыть и восстановить, привести в первоначальное положение. Они столетиями разрушали нашу культуру, и сегодня пытаются делать то же самое, разрушить и культуру, и историческое наследие, и заглушить даже наше будущее, чтобы мы нигде никак не могли себя проявлять. Поэтому, наверное, государственная политика у них такая. Спасибо. Знаю, Я понимаю, вопроса нет. Мы делимся на наболевшем. Это не вопрос, поэтому я, к сожалению, вынужден прервать. И к Эдембию, какова реакция крымско-татарского народа, который живет в Крыму? Потому что на эту ситуацию точно могут влиять только люди, живущие в Крыму, люди, которые протестуют, и люди, которые уже проинформированы, в том числе вашими постами, тем, что мы здесь с материка можем давать в средствах массовой информации и по телеканалам, по радио. То есть люди более-менее уже становятся информированы. Приезжают ли они во дворец? Чувствуют ли чиновники дворца, что у крымских татар сейчас повышенный интерес к происходящему? То есть люди же, это же можно как-то себя обезопасить тем или объяснить себя, почему ты не ходишь на судебные процессы, на политические процессы по делу Менжлиса, Хизбут Тахрира 26 февраля, но это дворец. Если он будет разрушен, больше уже не будет ни после деоккупации, ни после чего, вот, ни после каких-то там радужных перспектив будущего народа. Если это будет разрушено последнее. Если у народа массовое желание защитить хотя бы дворец? Османбе, многие фотографии, которые я опубликовал, сделали обычные люди, которые волей судьбы каким-то образом попали в Ханские. Это говорит о том, что народ принимает участие в этом. Но, как бы вам сказать, он находится сейчас под очень давлением, под давлением вот этой тюремной машины. И, конечно, люди больше озабочены несколько другим, более наболевшим, как они считают. Но вся культурная простройка, я могу сказать о художниках, о Зареме Апте, о многих других, которые частно пытаются участвовать в этом деле, как-то повлиять. Но когда проводят общественные слушания, такие люди не допускаются. Есть помощники, так сказать, депутатов, которые объезжают определенных людей. И эти люди появляются вот для миллета, вот для их информационной политики. Эдембей, я понял, я вынужден прервать, потому что еще есть вопросы к Эльмире. Это был Эдем Дудаков, бывший главный рискомнатца Крыма при Украине. И сейчас ведет на Фейсбуке хроники разрушения дворца, музея Ханского дворца в Бахчисарае. Эльмира, есть ли план по спасению дворца здесь, на материке? Может быть, не знаю, всеукраинский или на международный уровень вывести? Есть ли какая-то emergency группа, которая вот готова сигнализировать и предпринимать какие-то действия по спасению дворца? Да, у нас есть определенные предложения, каким образом можно выйти из этой ситуации. Безусловно, это все они связаны с участием международных организаций, потому что мы понимаем, что международное давление в данной ситуации на Российскую Федерацию сможет остановить этот беспредел, да, скажем так. Первое – это ЮНЕСКО, безусловно. Организация, попередний список, в который мы включены. Ханский дворец и историческое средовище столицы Крымского ханства включено. Предполагается, что во второй половине февраля будет встреча в Париже, связанная с друзьями Украины по этому вопросу. Друзья Украины – это страны, которые поддерживают Украину, и на которой мы представим доклад обо всем, что происходит сейчас в Ханском дворце. Эта встреча, парижская встреча, она именно посвящена Ханскому дворцу? Ханскому дворцу, да. Эту встречу организует Министерство иностранных дел, и при их поддержке Министерство культуры Украины. Оно будет на уровне каких-то послов этих стран? Или какой уровень будет? Это уровень послов. Уровень послов, где мы даем информацию о том, что происходит. Следующий этап – это, безусловно, выступление на сессии ЮНЕСКО. Когда?
в марте состоится следующая сессия ЮНЕСКО, и мы предполагаем, что есть идея выехать туда вместе с большой выставкой, такой достаточно серьезной, и показать, непосредственно показать, что происходит в Ханском дворце в виде вот этой вот выставки. Следующий этап – это подключение общественных организаций, цель которых является сохранение и реставрация объектов. Одной из такой организаций является международная организация ИКРОМ, то есть Международный центр по сохранению и реставрации культурных ценностей. В ближайшее время, я сейчас пока о датах говорить не буду, то есть в самое ближайшее время должно состояться заседание, очередное заседание комитета ИКРОМ. Представитель Украины в этом комитете Антонюк Анатолий Евдокимович, материалы мы с ним вместе готовим, и на ближайшем заседании тоже будет рассмотрен этот вопрос и будет принято соответствующее решение. Следующий шаг, который предполагается, это есть такая международная организация «Голубой щит», основная задача которого — сохранять объекты, которые находятся под той или иной угрозой. В данной ситуации Ханский дворец очень хорошо попадает под деятельность «Голубого щита», да? Попадает под деятельность «Голубого щита», и наша задача, чтобы эта организация взяла его под свою защиту. Это значит, что никакие действия с этим объектом дальше предполагаться, деятельность не должна проводиться. Это вот такое вот международное направление, которое предполагается в ближайшее время. Эльмира Блилимова, бывший директор Бахчисарайского историко-культурного заповедника, или который мы называем Ханский дворец, мы сегодня час посвятили тому, что с Ханским дворцом, крымско-татарским объектом, прежде всего, с жемчужины крымско-татарского государства происходит сейчас катастрофа, он практически на грани разрушения. Это был Прайм на телеканале АТР. В студии с вами был Усман Пашаев. Встретимся в следующий вторник.